إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وصي رسول الله. Почему спецслужбы Израиля и США ищут имама Махди? Не так давно на страницах англоязычного военного журнала VeteransToday.com появилась статья о том, что спецслужбы Израиля и США ведут поиски имама Махди. В статье «Почему Израиль ищет имама Махди» рассказывается о том, как специально обученные охранники пытают заключенных с целью выявления любой информации о том, где может находиться человек по имени имам Махди. В произраильских информационных агентствах сообщается о том, что ЦРУ и Ми-6 уже в течение 20 лет пытаются найти любую информацию, которая может вывести их на имама Махди. Пыткам подвергаются не только религиозные деятели, но и простые люди, попавшие в поле зрения спецслужб. Так что же это за человек, которого так безуспешно пытаются найти агенты? Кто такой имам Махди и что о нем известно? Мусульманам из хадисов пророка Мухаммада, мир ему и благословение, известно, что ближе к судному дню на земле произойдут очень серьезные события, и началом их будет объявление имама Махди. Имам Махди восстановит справедливость на земле, и наступит конец тирании и бесчестия. Когда вся земля наполнится насилием и несправедливостью, для восстановления порядка объявится имам. В книгах говорится, что имя его Мухаммад или Ахмад, а имя отца его Абдуллах. Что касается хадисов, рассказанных о нем пророком Мухаммадом, мир ему и благословение, то их очень много. Во всех хадисах пророка Мухаммада, мир ему и благословение, достоверно говорится о том, что Махди из его рода. Передается, что он красивой внешности, черты лица его, как у араба, телосложением подобен израилитам. Далее сказано: религия, начавшаяся с нас, завершится на Махди, который тоже из нас, из моего потомства. Пророк, мир ему и благословение, сказал: если этому миру не останется ничего, кроме одного дня, Аллах удлинит этот день, чтобы послать человека от меня. Также в других риваятах сказано: из моего семейства, имя которого будет подобно моему имени, имя отца которого подобно имени моего отца. В другом хадисе сказано: дни не иссякнут, и не пройдет век, пока арабами не завладеет человек из моего семейства, имя которого такое же, как у меня. Также есть другой хадис, где пророк, мир ему и благословение, говорит: непременно землю покроет несправедливость. Когда земля переполнится жестокостью и несправедливостью, Всевышний ниспошлет человека от меня, имя которого такое же, как у меня. Также многие другие хадисы подчеркивают то, что его будут звать Мухаммад ибн Абдуллах, то есть Мухаммад, сын Абдуллаха. Люди изберут Махди имамом, и между макамом Ибрахима и углом, где находится Хаджар аль-Асвад, черный камень, присягнут ему в верности. Говорят, что это произойдет в день Ашура, 10-й день месяца Мухаррам. Последним признаком объявления Махди будет затмение Луны в первую ночь месяца Рамазан и затмение Солнца в 15-й день. Это будут небывалые затмения Солнца и Луны. Что же такого знаменательного в приходе этого человека и какое место он занимает в эсхатологии? Его появление является одним из больших признаков наступления конца света. Существуют большие и малые признаки приближения судного дня. Малые признаки приближения судного дня. Само появление пророка Мухаммада,
мир ему и благословение, и его общины является уже первым. Далее перечисляются такие явления, как оправдание изменника, строительство высотных домов, украшение мечетей, увеличение невежества, ослабевание веры, увеличение пьянства, прелюбодеяния и притеснения, неуважение родителей детьми и младшими старших, уменьшение количества мужчин, увеличение числа женщин, увеличение раздоров между мусульманами, частые песнопения, хождение женщин в полуголом виде, занятие женщин торговлей и другое. Пророк, мир ему и благословение, сказал: смысл: воистину признаками судного дня являются исчезновение знаний, установление невежества, распитие спиртного и распространение прелюбодеяния. Большие признаки приближения судного дня. Прежде всего объявится имам Махди, затем придет Даджал, Антихрист. После этого произойдет второе пришествие Иисуса Христа, Иса, мир ему. Затем объявится некое животное, Дабат аль-Арзи. Далее солнце взойдет с запада, заберут Коран с земли, оставив только чистые листы. После убийства Даджала появятся Яджудж и Маджудж, Гог и Магог. Дальше пойдет череда событий, итогом которого станет конец света, и наступит судный день, где каждому будет воздано по его деяниям. تهاني الحب تسبق